Здравствуйте, дорогие семиклассники! Я, Нина Демьяновна Каминарец, приветствую вас на уроке русского языка. Тема урока – синтаксис, пунктуация. Дорогие друзья, это заключительный телеурок. И сегодня вместе со мной его проведут мои коллеги, с которыми вы встречались на уроках в 7 классе, и авторы нашего нового учебника. Цели урока. Повторить изученное по темам синтаксис и пунктуация. Проверить свои знания законов синтаксиса и правил пунктуации. Вместе с писателями полюбоваться природой в разные времена года. Сегодня повторим синтаксис и тесно связанную с ним пунктуацию. Я уверена, что вы знаете, что изучают эти разделы языкознания. Обратимся к нашей традиционной рубрике «Слово дня» и узнаем этимологию слов «синтаксис» и «пунктуация». Слово «синтаксис» пришло к нам из древнегреческого языка и буквально означает составление, координация, порядок. Это раздел науки о языке, который изучает словосочетания и предложения. Синтаксис в буквальном переводе означает не только составление, но и упорядочивание, координирование, соединение слов в связный текст. Однокоренные слова – синтаксический, синтаксист. Слово пунктуация пришло к нам тоже из латинского языка. Пунктум означает точка. Пунктуация – это система знаков препинания в письменности какого-либо языка, сами правила их постановки в письменной речи, а также раздел грамматики, изучающий эти правила. Однокоренные слова – пунктуационный, пунктограмма. Времена года любят капризничать, но по существу, вернее их, ничего нет на свете. Весна, лето, осень, зима. Так сказал писатель, который беззаветно любил природу и который воспел ее в своих лучших произведениях – Михаил Пришвин. Время года – это определенный отрезок в году, когда происходят различные изменения в окружающей нас природе. Это определенный отрезок, когда происходят и с людьми различные изменения. Например, каждое время года дает нам новые знания. Сегодня на уроке предлагаю вам, друзья, погрузиться в атмосферу весны, вернуться мысленно в зиму и осень и, конечно же, поговорить о предстоящем лете. А сделаем мы это благодаря текстам мастеров слова. Я приглашаю вас в весну и предлагаю проверить свои знания синтаксиса и пунктуации, выполнив задание к тексту. В первом предложении согласуйте подлежащее и сказуемое. Русские легенды уверяют, что однажды зима с ветром и стужей решила, что не пустит на землю весну. Во втором предложении образуйте от глагола причастие и согласуйте с определяемым словом. Все цветы, испугавшись зимы, поникли, а подснежник, напоминавший снежную сережку, выпрямив стебелек, смело расправил лепестки. В третьем предложении подберите подходящее по смыслу слово. Когда солнце заметило подснежник, оно согрело землю и открыло дорогу весне.
Прочитаем начало текста о первом долгожданном цветке весны – подснежнике. Русские легенды уверяют, что однажды зима с ветром и стужей решила, что не пустит на землю весну. Все цветы, испугавшись зимы, поникли, а подснежник, напоминавший снежную сережку, выпрямив стебелек, смело расправил лепестки. Когда солнце заметило подснежник, оно согрело землю и открыло дорогу весне. Внимание на экран! Задание к следующему фрагменту текста. Выберите нужную форму для слов из скобок и прочитайте описание подснежника. Отгадайте, на что он похож, по мнению автора. Итак, подснежники, вестники весны, первыми вступают в единоборство с суровой зимой. Внезапно появляющиеся среди снега, они, зацветая, представляют удивительное зрелище. Кажется, что на землю набросили белое кружевное одеяло, сотканное из пушинок снегопада и из бликов маленьких ослепительно-белых цветов. Расцветая в окружении снегов, подснежник, первая песня весны, напоминает, конечно, снежинку. Поработаем с заключительными фрагментами текста. Выберите из скобок слова, которые сделают текст логичным и литературно обработанным. Как только осядут снега и появятся проталины, подснежник выставляет любопытный венчик и, раскачиваясь на тонком стебельке, начинает подпевать ручейкам. Люди говорят, что если прислушаешься, то услышишь звон его прозрачных колокольчиков. Они звенят, чтобы разбудить природу, которая спит крепким сном. Утром подснежник поднимается живым фонариком навстречу теплу. Вечером же он наклоняет и прячет снежную каплю под защиту снега. Благодарим тебя, первый весенний цветок, за то, что ты украшаешь нашу жизнь. Итак, дорогие друзья, мы с вами справились с заданиями к тексту о первом весеннем цветке – подснежнике. А сейчас я предлагаю мысленно вернуться во время волшебного, сказочного преображения природы в зиму. И с удовольствием передаю слово учителю русского языка школы-гимназии номер 17 имени Александра Сергеевича Пушкина Дмитрию Сергеевичу Теклюку. Здравствуйте! Я приготовил для вас очень интересное задание. Сейчас вам необходимо будет прочитать текст, расставить знаки препинания и заменить, где это возможно, глаголы деепричастиями. Итак, внимание на экран. Итак, проверьте. Воспоминания о зиме. Легким морозцем встречает меня лес. Лошади бегут весело, рысцой. Щелкая бичом для развлечения, любуюсь снежным дворцом, в который превратила зима наш лес. Он сияет всеми цветами радуги под ослепительным зимним солнцем. Задел плечом елку, и снежинки, как конфетти, облепили меня и мою лошадку.
еду, любуясь неповторимым пейзажем. Дорогие семиклассники, знания – это сила. Они дают возможность реализовывать свои цели, добиваться успехов. Я искренне желаю вам собирать эту силу по крупицам, овладеть ею. Желаю, чтобы вы искренне, с упорством штурмовали науку. Сил вам, терпения, упорства и неиссякаемой любознательности. Ну а я передаю слово учителю русского языка школы-гимназии номер 12 Шабалиной Анастасии Сергеевне. Здравствуйте, друзья! Я предлагаю вам совершить маленькое путешествие в осень. Осень – удивительный художник. Она по-своему раскрашивает кустарники, травы, листья кленов, березок. Сколько ни смотришь, не перестаешь удивляться ее мастерству. Прочитаем об этом текст, но не будем забывать об орфографии. Повторим некоторые орфограммы, изученные в 7 классе. Найдите и исправьте в тексте 10 орфографических ошибок. В начале сентября воздух начинает понемногу холодеть. Утром вы замечаете, что трава чуть-чуть побелела. Свежие лужи сплошь засыпаны листьями. По-осеннему мелкие дожди совсем не похожи на летние. Они идут беспрестанно, и земля долго не просыхает. Ветер дует без устали, разнося далеко-далеко созревшие семена деревьев, кустов. Листья на деревьях начинают кое-где желтеть. Поля мало-помалу желтеют, лишь по-прежнему зеленеет озимь. В начале предлог и существительное начало пишем раздельно. Понемногу наречие пишем слитно. Сплошь. У наречия сплошь на конце мягкий знак. Засыпаны. Краткое страдательное причастие с одной «н». По-осеннему наречие пишем через дефис, приставка «по», суффикс «ему». Беспрестанно. Приставка «пре», значение «пере». Без устали. Наречие пишем раздельно. Кое-где. Наречие пишем через дефис. Мало-помалу. Наречие пишем через дефис, помалу слитно. По-прежнему. Наречие пишем через дефис, приставка «по» и суффикс «ему». Завершен учебный год. На каникулы вперед! Отдыхайте, развлекайтесь, к сентябрю сил набирайтесь. Я передаю слово Шалыгиной Наталье Анатольевне, ведущему специалисту инновационно-научно-образовательного центра русского языка КРСУ. Здравствуйте, дорогие семиклассники! Заканчивается последний месяц весны, май, а вместе с тем и очередной учебный год. Наступят долгожданные летние каникулы. Впереди вас ждет много интересного и неизведанного. Перед вами отрывок из повести Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков». Это лето жизни удивительного писателя, который делится счастьем детства со своими читателями. Расставьте в этом отрывке знаки препинания и объясните их постановку. А теперь посмотрим на правильный ответ. Утро было тихое. Город, окутанный тьмой, мирно нежился в постели. Пришло лето, и ветер был летний. Теплое дыхание мира, неспешное и ленивое. Стоит лишь встать, высунуться в окошко, и тотчас поймешь, вот она начинается, настоящая свобода и жизнь. Вот оно,
Первое утро лета. В первом предложении причастный оборот выделяется двумя запятыми, так как находится в середине предложения после определяемого слова. Дорогие друзья, примите поздравления с окончанием учебного года. Многое пройдено, изучено, открыто. Впереди заслуженный отдых. Преображений, приятных хлопот, долгожданных каникул, новых эмоций, ярких моментов, веселого лета. А сейчас я передаю слово авторам нашего нового учебника по русскому языку в 7 классе. Здравствуйте, уважаемые семиклассники! Меня зовут Татьяна Алексеевна Матухина. Я автор учебника, который вы держите в руках. Я его создавала вместе с Людмилой Михайловной Брюсенко, специально для вас. И вот от нас вам новое задание. Определите, какому предложению соответствует данная схема. В росистой траве загорались от солнца красные огоньки земляники. Я наклонился, взял пальцами чуть шершавую, еще только с одного бока опаленную ягодку и осторожно опустил ее в туесок. Руки мои запахли лесом, травой и этой яркой зарею, разметавшейся по всему небу. Надеюсь, вы правильно определили. Последнее предложение соответствует данной схеме. В нем есть причастный оборот. А еще одно задание я вам приготовила из этой чудесной книги шведской писательницы. В нем есть очень интересный отрывок. Задание для вас. Восстановите порядок предложений в тексте. Предлагаю проверить. Если тебе доводилось бывать в Смоланском лесу в июне ранним воскресным утром, ты сразу вспомнишь, каков этот лес. Услышишь, и как кукует кукушка, и как дрозды выводят трели, словно играют на флейте. Почувствуешь, как мягко стелется под босыми ногами хвойная тропинка и как ласково пригревает солнце затылок. Ты идешь и вдыхаешь смолистый запах елей и сосен, любуешься белыми цветами земляники на полянках. Вот таким лесом и шел Эмиль. Заканчивается 7-й год вашей школьной жизни. Что могут пожелать автору учебника? Учитесь говорить грамотно и красиво в любой ситуации, в формальном и неформальном общении, в режиме онлайн и офлайн. В век информации это умение – одно из главных характеристик личности. Как человек говорит и пишет, так он и мыслит. А в этом поможет вам наш учебник. Обращайтесь к нему время от времени. В нем много хороших советов для жизни. Успехов, здоровья и хорошего лета! Подведем итоги нашего урока. Сегодня на уроке мы повторили изученное по темам синтаксис и пунктуация. Проверили свои знания законов синтаксиса и правил пунктуации. Вместе с писателями полюбовались природой в разные времена года. Дорогие друзья! Ваше путешествие по разделам науки о языке продолжится в 8 классе. Желаю вам на пути освоения новых знаний смекалки, трудолюбия, терпения.
Они помогут вам сделать новые интересные открытия. Завершить урок я хочу словами китайского мыслителя Сюнь Цзы. В учении нельзя останавливаться. Не останавливайтесь, покоряйте новые вершины, уверенно двигайтесь к своей цели. До встречи в следующем учебном году.